Бег на длинную и короткую дистанции, прыжки в длину, толкание ядра. Возможно, самые простые, но при том самые показательные виды спорта. Тут не нужно большой ловкости, чтобы победить, только стремление и постоянные тренировки. С 7 лет занятия по дзюдо, чуть позже борьба. Азамат Евлоев говорит, что спорт для него на почетном 2-м месте. Только потому, что на 1-м учеба. Школьник собирается стать врачом, учится в профильном химико-биологическом классе. Времени на спорт, конечно, не так много. А чтобы не забросить занятия совсем, Азамат решил рассмотреть альтернативу силовым видам спорта – легкую атлетику. И сегодня выступает на дистанции в 200 метров за честь школы. Врачам обязательно нужна физическая подготовка. У них должна быть сила в руках. Допустим, я хочу выбрать специальность травматолог, и, как правило, там нужны сильные руки. Число фамилий и участников увеличивается с каждой минуты. Таких активистов, как Азамат, тут около 300 человек. Это школьники со всех районов и студенты СУЗов, которые разделились на 15 команд. 6 видов упражнений у парней и 5 у девушек. Главная цель – популяризация спорта. В качестве призов, помимо традиционных дипломов победителей, ждут спортивные мячи и перекладины. Но для самих организаторов важнее отбор участников на соревнования СКФО. Это еще отбор на следующий тур. То есть это ЮФО СКФО России, который будет проходить в начале июня в Майкопе. Девушек здесь, как ни странно, ничуть не меньше парней. Пришли также отстоять честь школы и СУЗа. А потому градус ответственности зашкаливает, и болельщики не скрывают своих эмоций. Десятиклассница Элиза Мальсагова в будущем также видит себя врачом. Правда, спортом увлечена не ради силы, а за идею. Привыкла всегда и во всем быть первой. Она хорошо понимает, как важны для здоровья такие тренировки. И тем приятнее, если она еще и в копилку медалей добавит. Сегодня она бежит 100-метровку. Занятие спортом для школьницы не просто залог здорового образа жизни. Это еще и хобби для хорошего настроения. Эмоциональный настрой человека и его физическое состояние, естественно, взаимосвязаны. То есть заниматься спортом – это очень важно. Для тренеров такие состязания – результат проделанной работы перед Федерацией спорта и коллегами, и самими собой. Ламоли Бузуртанов не первый год собирает команду лицея Магаса для таких чемпионатов. На этот раз в его команде 8 учеников. Наставник переживает не меньше школьников и даже привез группу поддержки. Но говорить о победе рано, отметил он. Ведь никогда не знаешь, кто именно твой противник. Сколько бы педагог или тренер не тренировал своего ребенка, есть такое понятие талант. Есть дети талантливые. У кого-то бег, у кого-то метание, толкание. В этом случае, сколько бы человека не тренировали, есть люди одаренные, которые могут превзойти любого спортсмена там, или, не знаю, подготовленного человека. Это в зависимости, насколько человек тоже развит. С одной стороны, бег сразу нескольких участников на различные дистанции. И тут же рядом прыжки на месте. Правда, по словам главного судьи, из-за неподготовленности тренеров и технической базы из программы соревнований приходится исключать сразу несколько видов состязаний. Одно из самых простых, но незнакомых детям – прыжки в длину с разбега. Впрочем, самим ребятам получать удовольствие от участия не мешают никакие ограничения. Зульфия Мислаурова, Султан Булгучев, Новости 24.